Я хочу всех нас вместе призвать в этом месте, соблюдая пост, не только не есть, не пить днем, но и в душе укреплять это своей верой, помощью ближним, нуждающимся, вниманием, заботой, независимо, то ли это к людям, то ли это к животным, и независимо, если это люди, какой веры этот человек. Мы в прошлом году проводили здесь какую-то акцию, такую хорошую вместе с Шамилем. Шамиль выступал с этой акцией и говорил, что торопитесь творить добро, делать добро. Так должно, наверное, быть. Пока мы живем, никому неизвестно, когда его час наступит. Поэтому пока мы дышим, пока живем, давайте делать добро, тем более в этом месяце. И самое главное, мне как-то один из имамов хатыбов в Екатеринбургской мечети сказал, не мне, а мы собрались у него, ужинали, когда месяц Рамадан, когда я еще в армии служил. И один, выступая, начал говорить такие громкие речи, как надо себя вести, как надо соблюдать пост, как это все надо делать. На что имам Хатыб ему сказал, ему и нам всем сказал, а дело же не в том, что ты выдержал день, не ел, не пил, а дело в том, что ты день прошел, оглянись назад и посмотри, что ты не сделал, а мог бы сделать доброго. Поднять мусор с дороги, по которой ты идешь, перевести больного через дорогу там, или старшего, или поздороваться просто с человеком, или накормить животное голодное там. То есть сколько ты мог сделать доброго и не сделал, а при этом ты считаешь, что ты пост соблюдаешь. Ты голодаешь, ты не пьешь, ты вроде бы все делаешь, а сзади оставляешь за собой такой шлейф недоделанных вещей, которые не требуют ни денег, ни физического усилия, а просто требуют только элементарного уважения к самому посту. Почему? Потому что пост, содержание поста – это поступки твои в течение этого месяца. Конечно, любой верующий должен не только в этом месяце, а во все месяцы быть богоугодным и богобоязненным, но в этом месяце особенно. Мира нам, добра, процветания в нашей республике, в нашей великой стране и всем мусульманам, всем проживающим на этой земле, в этой стране, другим жителям, людям других конфессий. Почему только в мире, только в созидании мы можем идти по пути Всевышнего.